1971 год. Днепропетровская область. Курган «Толстая могила». Группа специалистов под руководством археолога Бориса Мазалевского обнаруживает богатейший подземный некрополь скифов. Ученые в предвкушении невероятных открытий. И вот, когда цель уже совсем близка, происходит необъяснимое. Всю группу накрывает волна беспричинного ужаса. Единственное желание — бежать как можно дальше и неважно куда. Позже участники экспедиции признаются, внезапный приступ всеобщей паники сопровождался сильнейшим головокружением и ощущением полной беспомощности. И это было только начало. Несчастные случаи, внезапные болезни, самоубийства. Едва ли не каждую археологическую экспедицию, посвященную скифам, сопровождают чрезвычайные происшествия. Природные катаклизмы, землетрясения, паводки, ураганы неожиданно обрушиваются на регион, где была потревожена мумия скифской жрицы. Острые споры возникают между тремя странами из-за коллекции скифских ценностей. Неужели все это следы знаменитого проклятия загадочной цивилизации великих скифов? Скифы – древнейшая культура, одна из самых загадочных цивилизаций в мировой истории. Следы скифской эпохи разбросаны по территории Украины и практически всей России. Они есть в Крыму, в Сибири и на Алтае. Предметы быта, оружие, украшения, как правило, находятся в древних захоронениях – курганах. Крым, Нижнее Поднепровье – это территория, где вот это золотое время скифов, там конец 5-4 век до новой эры, наиболее богато представлено. Очень много курганов, причем таких богатых именно курганов, царских курганов. Могущественная цивилизация, исчезновение которой до сих пор остается загадкой. «Да, скифы мы, да, азиаты», писал о русском народе поэт Александр Блок. По мнению исследователей, скифы, населявшие земли нынешней России, это наши прямые предки. А это значит, в русском народе до сих пор течет скифская кровь. Более того, представить нашу культуру без наследия великих скифов невозможно. Легендарное скифское золото. Даже спустя тысячелетия после смерти своих хозяев оно продолжает будоражить сознание ученых, сеять раздор и сулить несчастье каждому, кто на него посягнет. Проклятие скифов. Кому и за что мстят наши предки? Золотые предметы не позволяют к себе притронуться неистинному властителю. «Игра престолов». Кто стал прототипом главных героев популярного сериала? Тайная операция украинских спецслужб. Куда исчезла легендарная «Золотая пектораль». На инкассаторских машинах из госхрана вывозили золото скифов в Соединенные Штаты Америки. Трагедия скифских курганов. Как погиб знаменитый археолог. Начал говорить, что это заклятая могила, что вот она заберет меня. Тайны Третьего рейха. Что искали нацисты в скифских курганах? Этот котел обладал функциями чуть ли не воскресения. И кто бы ни входил, он оказался потом бессмертным. Поддастся ли голландская Фемида антироссийской пропаганде, развернутой союзниками Киева? Или вернет исторические ценности законному владельцу? Несколько часов напряженных баталий, и вот, наконец, стук судейского молотка. Окружной суд Амстердама, оказавшись между двух огней, так и не решается вынести вердикт. Судебная коллегия вновь отправляется изучать материалы, пообещав огласить приговор к середине декабря. Но почему уникальная коллекция общей стоимостью несколько миллионов евро стала причиной международного скандала? Как получилось, что наше историческое наследие стало предметом судебного разбирательства между Россией, Украиной и Нидерландами? Что же в действительности произошло? 2013 год. Редкие экспонаты скифской эпохи из коллекции 4 музеев Крыма отправляются за границу. Сначала выставка «Крым. Золотой остров в Черном море» проходит в Германии, в Рейнском краеведческом музее.
В начале февраля 2014 года коллекцию перевозят в Нидерланды, в Амстердамский музей Алларда Пирсона. Сокровища скифов интерес вызывают ажиотажный. В Амстердаме музей опоясывает небывалая очередь. То же самое происходит и в Бонне. Одними только аудиогидами там воспользовались 50 тысяч человек. Это очень большая коллекция. Ее собрали из всех 4 крупнейших музеев Крыма. В Крыму действительно богатейшее собрание скифских артефактов. Это и сочные кольца, и украшения, и пекторали, и сидельные украшения, и украшения щитов. И, например, там есть ценнейший экспонат, так называемая змеиногая богиня. Интерес к одной из самых загадочных цивилизаций вполне объясним. Но то, что произошло потом, оказалось неожиданностью абсолютно для всех. В марте 2014 года Крым стал частью России, и скифское золото превратилось в объект горячих внешнеполитических споров. Артефакты должны были вернуться в крымские музеи, но за это время происходит объединение Крыма с Россией, и Украина требует вернуть это золото уже себе. Руководство Амстердамского музея Пирсона заявило, коллекция прибыла в Голландию из Украины. Все документы были подписаны украинскими представителями, а значит, скифские экспонаты туда и должны вернуться. Однако руководители крымских музеев успели опротестовать это решение. В договорах, которые заключили музеи Германии и Нидерландов, по этим договорам вещи должны возвращаться в музеи. Но государство ФРГ и государство Нидерланды давали такую специальную бумагу о том, что они обязуются вернуть вещи в ту страну, из которой они были вывезены. В этих документах стоит Украина. И вот 2 противоречивых документа. Ситуация беспрецедентна, заявили эксперты. Конфликт не имеет решения, признались адвокаты. Неужели знаменитое проклятие скифов действует и сегодня? Теперь на уровне глобальной политики. Древние кочевники. Вот, пожалуй, и все, что большинство из нас знает о скифах. Те, кто увлекался историей в школе, возможно, помнят, что жили скифы в период с 7 по 3 век до нашей эры. Глубокая древность. Трудно даже представить себе те времена. Однако у зрителей РЕН-ТВ есть преимущество. Те, кто следит за перипетиями культового сериала «Игра престолов», который вот уже 5 лет с успехом идет на нашем канале, хорошо знакомы с некоторыми скифскими обычаями. Воинственные кхолосары. Жестокие воины-кочевники, у которых вдоволь только лошадей и золота. По мнению многих исследователей, именно скифы стали прототипом этого сериального народа. Не кочевники, конь, а кочевой образ жизни, вот и все. Ни один скиф не позволил бы себе жить во дворце, нежиться в каких-то роскошах. Это было несовместимо с их образом жизни. Они воины. Знаменитую золотую корону для сериального короля в изгнании Визериса Таргариена предводитель дотракийцев Кхал-Дрога делает, бросая в котел ременные украшения – золотые бляшки. Именно такие не раз находили в скифских курганах археологи. Упоминание важности золота как-то фигурирует в важнейших мифах скифов. Восстановление скифского мира, где земли отданы как бы разным братьям, да, правителям, происходит при падении с неба золотых предметов. И вот эти золотые предметы, они как бы пылающие, они не позволяют к себе притронуться неистинному властителю. Интересный нюанс. Западные пропагандисты-русофобы видят в скифах жестоких варваров, с которыми в обязательном порядке отождествляют русских. Это делается всякий раз, когда нужно поднять тему российской агрессии. Якобы предки русских – дикари, умеющие разве что воевать. Впрочем, кем-кем, а дикарями скифы уж точно не были. Да и слухи об их жестоком нраве тоже сильно преувеличены.
скифы – это дикие кочевники, как они могут из золота такие изысканные предметы создавать. Считалось, что это делали эллины, греки, но потом такого же рода находки стали находить и на Алтае, и в Монголии, в тех местах, где греки явно ничего не могли сделать. И вот отец истории Геродот, греческий историк, он как раз описывает скифов как народ, равный эллинам, что для эллина было чудовищно признать. Скифов они боялись, и скифами они восхищались. Золото скифов. Его стоимость не рискуют оценить даже авторитетные искусствоведы. Известно лишь, что речь идет о десятках миллиардов долларов. Сумме, превосходящей бюджеты некоторых стран. Но дело не только в цене. Еще со времен СССР скифское наследие считается культурно-историческим достоянием страны. Скифские коллекции – это наша с вами история. Крупнейшие музеи мира мечтали заполучить эти артефакты, сопоставимые с реликвиями Древнего Египта. Никто и никогда не мог представить, что скифское золото может превратиться в объект вымогательства, торга и дележа. Но это произошло. В аэропорту Борисполя этот борт не был зарегистрирован, а содержимым контейнеров, отправившихся в грузовой лайнер, не должен был знать никто, кроме нескольких посвященных. Известный историк и этнограф Павел Зарифулин рассказывает. Ему позвонил знакомый из силовых структур Украины. То, что он рассказал, звучало невероятно. Из Киева в обстановке строгой секретности вывезли золото скифов. По фамилию я назвать не могу сейчас, он не афиширует своей личностью. Он увидел приказ, который передал господин Яценюк, на тот момент премьер-министр. Это произошло 7 марта в Киеве ночью, когда на инкассаторских машинах из госхрана вывозили золото скифов в Соединенные Штаты Америки. По данным источника, 7 марта 2014 года, около полуночи, в аэропорт Борисполь прибыли несколько инкассаторских машин. Из них вышли вооруженные люди в черных масках и бронежилетах. Быстро и без лишних слов они перегрузили в самолет около 40 тяжелых контейнеров без маркировки. В 2 часа ночи со взлетной полосы поднялся незарегистрированный транспортный борт. Это были инкассаторские машины Приватбанка, потому что господин Коломойский, на тот момент получивший должность губернатора Днепропетровска, активно участвовал в перевороте и активно работал с Яценюком на тот момент. Это было сделано очень быстро, и все было перевезено за очень короткий момент. Я думаю, рядовые исполнители вряд ли представляли, что происходит. Несмотря на секретность операции, в прессу все же просочилась информация, что сокровища скифов отправились в США. Якобы эти музейные ценности должны стать гарантией для обеспечения кредита Международного валютного фонда. Упоминались и авторы идеи этого гениального коммерческого предприятия. Тогдашний украинский премьер Арсений Яценюк, а также исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Здесь у нас водный турникет. Расширились, обшили. Эксперты единодушны. Вывоз скифских сокровищ – преступление века. Кража, размеры которой историки даже не берутся оценить. Для нас, для людей, которые являются представителями евразийской скифской цивилизации, это, конечно, то, что произошло, это, как удар по лицу. Для русских, и украинцев, и для татар скифы являются, таким народом-тотемом, народом-первопредком. Все считают, что они произошли от скифов. Как сказал Александр Александрович Блок, да скифы мы. Это кража нашего культурного наследия. Но на этом украинские власти останавливаться не намерены. По некоторым данным, место киевских сокровищ, отправленных за океан, должны занять драгоценности из крымских музеев. Ведь золотой запас страны надо как-то восполнять. Почему бы не сделать этого за счет российской коллекции, застрявшей в Амстердаме? Тем более, что западные партнеры могут вновь потребовать от Киева гарантий теперь уже по новым кредитам,
И скифское золото Крыма придется здесь как нельзя кстати. Арестованную голландцами коллекцию специалисты единодушно признают уникальной. Редчайшие предметы скифской эпохи – это настоящая гордость не только крымских музеев, но и всего славянского мира. И все это имеет все шансы оказаться в американских частных хранилищах, стать разменной монетой в больших политических махинациях. Но украинские власти и их западные партнеры не учитывают одного важного момента. Скифские артефакты – это не просто драгоценный металл, это еще и символ величайшей цивилизации, который не терпит вольного с собой обращения. 1971 год, Днепропетровская область, курган «Толстая могила». Раскопки продолжаются уже несколько дней, и теперь схема подземной усыпальницы стала ясна. Группе под руководством археолога Бориса Мазалевского удается обнаружить сразу несколько подземных галерей. В боковой похоронены женщина и ребенок, вероятно, царица и наследник. В центральной части кургана ученые рассчитывают найти останки самого царя и предметы царского обихода. До цели в прямом смысле рукой подать. Но в этот момент археологов внезапно останавливает загадочная сила. Молодых, здоровых людей охватывает паника, и они в спешке покидают место раскопок. Впоследствии сам Борис Мазалевский, руководитель экспедиции, рассказывал своим помощникам. Когда он ночевал рядом с курганом, то отчетливо слышал под землей топот копыт. Мыс Казантип, Крым, берег Азовского моря. Место, известное на весь мир. Долгое время здесь проводился знаменитый фестиваль современной музыки. Концерты на открытых площадках в режиме нон-стоп, торговля наркотиками, победившая сексуальная революция и бесконечные эксперименты по расширению сознания. Но мало кто знает, что Казантип – одна из ключевых точек на мировой археологической карте. Место силы. Ведь именно здесь обнаружены многочисленные следы скифской культуры. Вот он, памятник скифского времени. Прямоугольный склеп, выложенный из обработанного камня. Руководитель экспедиции Крымского отделения Российской академии наук, археолог Денис Бейлин, рассказывает. Всего удалось обнаружить 6 погребальных комплексов. Есть так называемые плитовые захоронения, когда тела оставляли под тяжелыми плоскими камнями. Но есть и курганы. И именно здесь ученых ждут поистине уникальные находки. Но несмотря на вот такой тотальный грабеж, который проходил, имел место в 90-х годах 20-го столетия, начале 2000-х, да, кое-что попадается. В одной из могил буквально на глубине 20-30 сантиметров от поверхности нам посчастливилось открыть погребение, нетронутое грабителями, с великолепно сохранившимся скифским мечом, акинаком и великолепной сохранности бронзовым зеркалом. Изучение мест захоронений позволяет в мельчайших деталях восстановить загадочные погребальные ритуалы древнего народа. Несколько вариантов погребений в скорченном положении, с поджатыми ногами груди, да, так сказать, в позе эмбриона. Такой в вытянутом положении на спине, как стандартно. Наверное, надо раскопать не одну, не две, не три, не десяток, а сотни могил подобного рода, как здесь, чтобы понять, собственно, сам обряд. Погребальная культура скифов похожа на древнеегипетскую. Скифских царей и жрецов хоронили вместе со всей домашней утварью, лошадьми, слугами и наложницами. Но даже в сравнении с египетскими обрядами традиции скифов поражают воображение. Когда умирал скифский царь, его возили на повозке по всей Скифии, чтобы все роды, все кланы прощались с ним. Женщины расцарапывали себе лица, был плач по всей земле. И вот после этого года таких проводов его хоронили в гробнице.
над которой насыпался огромный курган. С ним вместе хоронили его челядь, его жен. Вокруг расставлялись колья, на которых убивались лошади, у них сажались на эти колья. И юноши из знатных семей тоже приносили в жертву. Они были всадниками на этих лошадях. В общем, вот такое вот кровавое зрелище представлял собой памятник кургану скифскому царю. Так же, как и египетские пирамиды, курганы скифов окружены легендами. Главная из которых – так никем до конца не разгаданная тайна проклятия скифских могил. Почему посягательства на древние захоронения приводили к смертям и болезням? Что это? Действие древних заклинаний или результат химических процессов, убивающих все живое даже спустя 1000 лет? Что знали наши скифские предки и что до сих пор неизвестно нам при всех современных достижениях науки? Несмотря на панические атаки и резкое ухудшение самочувствия участников экспедиции, группа Бориса Мозолевского решила продолжать работу. Археологи изменили график, увеличили количество перерывов и по возможности стали сменять друг друга. И в итоге их упорство было вознаграждено. Внутри кургана «Толстая могила» Борис Мозолевский обнаружил вот это. Золотая царская пектораль. Одна из самых известных сегодня драгоценностей скифских царей. Пектораль – шейное украшение, закрывающее грудь. Право носить его имели только высшие сановники и жрецы. Пекторали были и у фараонов Египта, и у римских императоров. Пектораль из кургана «Толстая могила» весит больше килограмма. Ее диаметр превышает 30 сантиметров. Сегодня золотая пектораль древних скифов занесена во все музейные и археологические справочники. Она считается одной из самых крупных драгоценных находок 20 века. Сейчас это символ всей скифской культуры. Например, каменная копия знаменитой пекторали установлена в театральном сквере Донецка. Главный вопрос, который задают эксперты сейчас – что стало с этой драгоценностью и какова ее дальнейшая судьба? По некоторым данным, знаменитая царская пектораль оказалась среди предметов скифской эпохи, вывезенных властями Украины в США. Впрочем, в украинской прессе о вывозе скифского золота не было ни слова. Информацию озвучили некоторые международные эксперты. Она появилась в многочисленных блогах и социальных сетях. Но ни одного официального опровержения от киевских властей так и не прозвучало. Лишь 6 месяцев спустя появились странные комментарии от пользователей интернета. Мол, пектораль на своем месте, в музее Киева, в чем легко убедиться. Однако, по мнению многих экспертов, та пектораль, что сегодня демонстрируется посетителям Киевского музея, это всего лишь копия, а подлинник вот уже больше 2 лет находится в США. Войны, революции, международные конфликты всегда сопровождались мародерством и вывозом культурного наследия. Революция 17-го года обернулась для России колоссальными потерями. Предметы искусства и старины массово вывозились на Запад и прежде всего в США. Власти большевиков нужна была валюта, и американская сторона использовала этот факт с выгодой для себя. Теперь, спустя столетия, ситуация повторяется и с Украиной. Схема отработана. Точно таким же образом за последние годы огромные части своего культурного наследия лишились сразу несколько стран. Ирак с 2003 по 2011 год в ходе нескончаемых военных операций и конфликтов древнейшие памятники были практически полностью уничтожены. Разграблению подверглись уникальные ворота богини Иштар, сооруженные в VI веке до нашей эры. До начала военных действий фрагменты ворот, украшенные золотыми изображениями, хранились в музее Навуходоносора на месте руин древнего Вавилона.
Что интересно, сегодня правительство Ирака обвиняет в вывозе бесценных реликвий солдат армии США. Только в Персидском заливе появились американцы. Это 91 год, война в Кувейте, всем небезызвестная, первая буря в пустыне. С тех пор американцы и их союзники в этом регионе отработали очень интересный принцип взятия контрибуции таким вот банальным средневековым образом. Ливия. В Триполи сразу после того, как правительственные войска покинули столицу, мародеры разграбили знаменитый на весь мир музей Джамахирии, где хранились экспонаты мирового значения, памятники времен палеолита и неолита, уникальные римские мозаики. Частные военные компании очень много зарабатывают на этом. То есть им дается заказ, они этот заказ выполняют. Ну, транспортировка, опять же, понимаете, что обычным самолетом выполнить такой заказ не получится. Все идет военными самолетами. Египет. Знаменитый на весь мир Каирский музей в ходе так называемой «Лотосовой революции» 2011 года лишился нескольких сотен экспонатов, в том числе знаменитой статуи Тутанхамона. Сначала в Каире говорили, что это сделали мародеры, потом, так как факты эти не нашли поддержки даже в офисе, потому что у всех понятна мысль о том, что невозможно без солдат это реализовать, и уже потом сказали, что вот, мол, 28 солдат участвовали тоже в этом грабеже. Ну и в итоге также никаких ценностей не нашли, ничего вернуть не удалось. Не исключено, что золотую скифскую пектораль постигла та же судьба. По мнению экспертов, надежд на возвращение артефактов в музей Киева уже практически нет. Это золото, во всяком случае, то, что было вывезено Яценюком, оно зависнет точно на долгие годы в Соединенных Штатах Америки. Эта ситуация может повторить ситуацию с янтарной комнатой даже, потому что документы, я думаю, Яценюк, когда уходил в отставку, думаю, что документы он почистил. И где это золото, как это золото, пойди сейчас разберись. Если золотую скифскую пектораль действительно взяли в качестве обеспечения кредита Международного валютного фонда, то возникает вопрос, каким образом тайно вывезенный артефакт может выступать гарантом? Совершенно очевидно. Выставить царскую пектораль скифов на всеобщее обозрение МВФ не сможет. Продать ее в частные коллекции, чтобы выручить максимальную сумму – это единственный выход. Но такую операцию не удастся сохранить в тайне. Ведь скифские артефакты относятся к самым знаменитым мировым ценностям. Так в чем же на самом деле объясняется интерес Америки к золоту скифов? Огромная масса скифских артефактов оказалась просто на Западе в мгновение ока. Ко мне обращались конспирологи, в том числе там, американские, с идеей о том, что эта революция даже на Украине была сделана специально, чтобы вывести эти золотые артефакты на Запад, потому что они, по мнению там, ряда конспирологов американских, имеют мистическую ценность. Мы оставим за скобками этот вопрос, но просто любопытно, потому что вряд ли совпадения бывают такие яркие. С того дня, как творения древних скифских мастеров впервые превратились в музейные экспонаты, прошло 300 лет. В 1715 году царь Петр I получил посылку от сибирского губернатора Матвея Гагарина. В ней были удивительные золотые вещи, мастерски сделанные украшения, предметы быта. Именно они положили начало скифскому собранию Эрмитажа. Добывали эти вещи так называемые бугровщики, профессиональные грабители древних могил. Можно лишь догадываться о той участи, которую уготовил им губернатор Гагарин, известный своей жестокостью. Но сам он вскоре после знаменательного подарка Петру был казнен за лихаимство, иными словами, за взятки. Именно тогда широко распространились слухи о проклятии древних курганов. Разговоры о таинственной силе, охраняющей скифские курганы, вновь возникнут в конце XIX века, когда археологи начнут раскопки в Крыму.
Чертомлык, Толстая могила, Сорока. Для любого археолога эти названия говорят о многом. Это самые известные курганы скифского периода. Всего на территории Крыма их несколько десятков. И серьезным исследователям, и так называемым черным копателям скифские могилы казались неисчерпаемыми. В феврале 1902 года пристав Мелитопольского уезда конфисковал у крестьян более 700 золотых артефактов. Монеты, украшения, оружие – все это было выкопано местными жителями из скифской могилы. Уже после того, как место раскопок покинули столичные археологи. Керченские грабители на этом фактически работали. В XIX веке это просто превратилось в их способ добывания средств к жизни. Многие вещи, конечно, просто по цене золота переплавлялись. Что интересно, сразу в нескольких полицейских донесениях того времени есть одна и та же странная формулировка. Уличенный в краже из могил скончался при неясных обстоятельствах. Погибали в катакомбах, куда они залезали. Поскольку они же копают не открытым способом, как археологи, просто ищут входы в древние катакомбы. Вот, и бывало, что их заваливало обрушением свода. В настоящий момент артефакты скифской эпохи представлены в нескольких музеях мира. Вторая после Эрмитажа коллекция числится за Киевским собранием исторических драгоценностей Украины. Вот только сегодня мало кто вспоминает о том, что украинские исторические драгоценности имеют российское происхождение. Дело в том, что некоторые экспонаты из Эрмитажа в советское время были попросту переданы Украине. В 1932 году часть ценнейшей скифской коллекции отправилась в музей Харькова, а оттуда уже попала в Киев. Считалось, что и люди там из маленького городка должны знакомиться с великими произведениями искусства. Просто на Центральный музей приходила разнарядка. Отправить, например, там, в город там, Харьков то-то, 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 то-то. Дальше там смотрели. Связывались, приезжал директор музея Харькова. Говорил, ну вы мне это дайте. Ну, бери. Все артефакты скифской эпохи уникальны, говорят эксперты. Но, безусловно, самая большая ценность Киевского музея исторических драгоценностей – то самое золото скифов, найденное двумя советскими археологами – Борисом Мазалевским и Юрием Шиловым. Желающих услышать эту жуткую историю не убавлялось. Бульдозерист археологической экспедиции Борис Опришко очередной раз рассказывал о недавнем происшествии. Все шло как обычно. Дали задание выровнять дорогу над карьером, там, где эти столичные археологи раскапывали древний курган. И вдруг такой ЧП. Потерял управление, чуть не сорвался вниз, а после увидел человеческие кости. Похоже, бульдозер все-таки зацепил чью-то старую могилу, и с тех пор ему не по себе, признавался Опришко. Все-таки тревожить могилы – дело опасное. Этот разговор сосед перескажет во всех подробностях на следующее утро, когда все село будет ошарашено новостью о внезапной смерти бульдозериста Бориса Опришко. Украинский археолог Юрий Шилов, руководитель той самой экспедиции, в ходе которой погиб бульдозерист, никогда не сомневался в том, что причина этой смерти – проклятие скифов. Из книги Юрия Шилова «Проклятие степных пирамид». Это было заклятие святилищ, забирающее жизни его разрушителей. Нам удалось разыскать украинского археолога Юрия Шилова. У ученого с мировым именем нет сомнений. Гибель Бориса Опришко была напрямую связана с раскопками. Бульдозер задел гроб с телом скифской жрицы. Это, знаете, все равно, что лезть голыми руками в трансформатор. Вот так мы, когда погружаемся в святилище, мы погружаемся в конечном счете в энергоинформационное поле, созданное жрецами. И не ведая, что творим, начинаем, ну вот в трансформаторе, в электрическом, за шины хвататься, да, вот. Может, повезет, не убьет трансформатор, но часто не везет. Увечит, убивает.
Исследователь скифской культуры утверждает, проклятие скифов вовсе не миф. Знал об этом археолог Борис Мазалевский. Не случайно он сам предсказал свою смерть. Спустя 20 с лишним лет после раскопок знаменитой царской пекторали. Я был участником его последней выдающейся экспедиции. Это недалеко от Толстой могилы, где пектораль была найдена в 1971 году. А вот через 20 лет, 91-й, там Соболева могила. И вот в этой Соболевой могиле Борис Николаевич нашел погребение скифского жреца высокого ранга. И вот он там почувствовал, начал говорить, что это заклятая могила, что вот она, значит, заберет меня. Юрий Шилов признает, у проклятия скифов, вероятнее всего, нет срока давности. Но в чем оно, это проклятие, и как именно оно действует? Сложный погребальный обряд, долгая подготовка умершего к переходу в иной мир и обязательная часть – охранные ритуалы и проклятия, обещающие смерть тому, кто потревожит покой усопшего. В представлениях большинства эта картина неразрывно связана с гробницами фараонов. Скифские захоронения также оберегались специальными защитными ритуалами. Знаменитый историк древности Геродот, первым описавший жизнь и обычаи скифов, обращал внимание на то, что землей они не дорожат вовсе. Легко кочуют с места на место, не охраняют владения живых, но огромное значение придают владениям мертвых. Курганы защищались сильнейшими заклятиями, ведь золото скифов не просто драгоценность. Это предмет культа, символ могущества, земного и божественного. Со скифами, естественно, неразделимо связано понятие о золоте. Причем это понятие именно привязано к погребальным памятникам. Центральное место золота в организации власти в вот этом самом мире скифов очевидно. Не потому, что оно дорого стоит, а потому, что оно имеет какую-то свою силу. Отчетливо понятно, что культ золота связан с вот с этим переходом в загробный мир. Но почему в скифских курганах хранится такое невероятное количество золота? Специалисты по эзотерике объясняют этот феномен по-своему. Именно золото в древнейших культурах считалось основным металлом для проведения погребальных ритуалов. Золото, как гласят эзотерические догмы, аккумулирует энергию, становится носителем той информации, что закладывает в него жрец. Об этом знали и ацтеки, и майя, и египтяне, и скифы. Золото, оно как аккумулятор. Это такая субстанция очень серьезная. Оно может любой код нести, в том числе и негативный. То есть золото же можно его и, так сказать, на успех, на удачу зарядить. И носить амулет, кольца, там, украшения какие-то, наоборот, которые будут как оберег. Если, да, негативная программа наложена, особенно на большие вот эти объемы, и плюс еще там артефакт, он сам по себе сакральный. Древние ритуалы, магия золота, мистическая сущность артефактов Скифии. Неудивительно, что все это привлекало не только черных копателей, но и тех, кто пытался превратить эзотерические знания в инструмент реальной политики. Скифское золото было одной из целей знаменитой организации Третьего рейха Анненербе – «Наследие предков». Июль 1941 года, Винница, Украина. Сразу после оккупации крупного областного центра немецкие власти начали строительство главной ставки Гитлера. Название «Вервольф», в переводе «оборотень». Бункер Вервольф или оборотень, да, был построен в конце 41-го. И свою основную ставку из Восточной Пруссии, да, Гитлер переносит сюда. Я считаю, значит, с одной стороны,
объяснить его строительство и возведение чисто практическими, прагматическими целями вот, текущего хода войны в театре военных действий, потому что надо было быть ближе, как говорится, к фронту. Но бункер Вервольф был не только ставкой Гитлера. Он стал главным опорным пунктом поисков Анненербе. Судя по уцелевшим архивам, целью поисков нацистов был скифский котел царя Арианта. Легендарный артефакт древней цивилизации, по мнению многих экспертов, восьмое чудо света. Был создан действительно уникальный котел. Ученые до сих пор спорят, как могли в то время вообще отлить такую форму. Самые такие скромные подсчеты дали где-то 3 метра в высоту, 2 в диаметре. 10 тысяч литров он мог вмещать, этот сам котел. Нацисты хотели обладать символом могущества древних царей. История о легендарном скифском котле до наших дней дошла в пересказе Геродота. Царь Ариант после победы над персами решил посчитать, сколько всего у него подданных, и велел принести каждому скифу по одному бронзовому наконечнику стрелы. Вот Ариант, он реально очень могущественный царь царских скифов, который вначале сотрудничал с ассирийцами, был союзником им и дошел вплоть до Египта в VII веке. Вот потом, наоборот, обернулся против Ассирии, разрушил их столицу Ниневию. И он потом подумал, что да, вот если каждый воин принесет ему свой наконечник, он тогда сочтет число воинов. После того, как Ариант удовлетворил свое любопытство, бронзовые наконечники были переплавлены в большой котел. Этот котел обладал функциями чуть ли не воскресения. То есть тот мертвый, кто в него, так сказать, туда клали или входил, он оказался потом бессмертным. Да, сразу мы вспоминаем, допустим, наш конька-горбунька вспомним. Для каких магических обрядов мог использоваться котел царя Арианта, сегодня можно только гадать. Сотрудники Анненербе, судя по архивным записям, имели свою точку зрения на этот счет. Скифский царь, он даже само вот название Ариант, Арата, да, вот, предполагает какую-то связь с арийской прародиной, близкой, значит, протогерманцам и немецкому обществу Анненербе. Но здесь, безусловно, работали и другие мифологические архетипы. Он и в некоторых, так сказать, системах коррелируется с Священным Граалем. Да, вот для немцев это, безусловно, был приоритетный артефакт, который они пытались найти. Вероятно, склонное к мистике руководство Германии полагало, что котел Арианта вместе с чашей Грааля, ковчегом Завета и другими артефактами должен был обеспечить Третьему Рейху мировое господство. Именно поэтому Анненербе получила приказ найти скифский котел любой ценой. Но усилия охотников за сокровищем скифов успеха не имели. В самый разгар поисков священного котла советские войска перешли к стремительному наступлению, и группировка немецких сил под Винницей была разгромлена. Скифские сокровища вновь смогли за себя постоять. Легендарное проклятие скифов, похоже, не дает сбоев. И все, кто пытается добраться до древних святынь, получают жесткий отпор. Будь то нацисты, черные археологи, украинские правительственные чиновники или предприимчивые скупщики краденого из США. Сокровища скифов уже несколько столетий будоражат умы археологов, историков и расхитителей гробниц. С конца XIX века крымские черные копатели буквально бредят идеей о тайном месте, исчезнувшем городе или подземном некрополе, где хранятся самые ценные золотые изделия скифов. Это кажется невероятным, но современные ученые и последние находки подтверждают, такое место и впрямь существует. Кладбище скифских царей. Но где оно расположено? Вот Мазалевский считал, что в районе Никополя. Вот там, где толстую могилу из пекторалю раскопал. Есть мнение, что как раз в районе Каменной могилы, где Алексей Иванович Тереношкин, вот, выдающийся археолог, раскопал Мелитопольский курган в свое время.
Сегодня историки и археологи вплотную подошли к разгадке. Оказывается, координаты предполагаемого скифского Эльдорадо были зашифрованы в царской пекторали. Той самой пекторали, что, по мнению экспертов, сегодня находится в США. Смотрите далее. Древняя карта сокровищ, куда привела ученых царская пектораль. Тайный сговор, что Киев пообещал Амстердаму в обмен на крымскую коллекцию скифов. Ад на земле, как скифская жрица с Алтая отомстила своим обидчикам. И загадочная цивилизация, кто жил на территории России несколько тысячелетий назад, что они знали, какую тайну передали потомкам и почему сейчас их наследие оказалось на грани уничтожения. 1994 год. Киев. За 10 лет работы медсестрой она впервые видела подобное. Завтра операция, а он как будто и не переживает. Вечно в своих тетрадках, в книжках, еще и бесконечные посетители. Разумеется, ее предупредили, мол, видный ученый, по телевизору, говорят, даже выступал. И поначалу ей даже интересно было. Вдруг что расскажет. Но пациент онкологического отделения городской больницы Валентин Суперт говорил исключительно с теми, кто приходил его навещать. И говорил о непонятном. Какие-то скифы, радиоимпульсы, анфилады и пустоты. Вот и сейчас, не обращая на нее внимания, больной продолжает бормотать свое. На этот раз она четко услышала слово «проклятие». Скифы – одна из самых загадочных цивилизаций. До сих пор историки не могут сказать наверняка, откуда они взялись и как исчезли. Но скифское золото, извлеченное из древних курганов, и сегодня становится причиной многочисленных бед. О знаменитом проклятии скифов теперь заговорили даже политики. Тайна каменной могилы, как скифские курганы мстили вождю советского народа. Действительно, слухи ходили сразу после смерти Сталина, что вот сработало это вот самое проклятие. Сделка века. Почему украинская власть пытается заполучить в свое распоряжение скифские экспонаты из крымских музеев? Я ще раз прошу зупинитись, колеги, хто старший позвоню. Чем Киев собрался отплатить Голландии за крымскую коллекцию? Масштабная афера с участием спецслужб Украины. Как связано СБУ с кражами из музеев Голландии? Было похищено 24 картины и 70 изделий из серебра. Подземная кладовая великих скифов, где наши предки спрятали свои главные сокровища. Когда его стали рыть, там стали находить одну пещеру за другой. Это пещерный храм. Месть древней жрицы, за что на алтайцев обрушилось знаменитое скифское проклятие. Все эти землетрясения, самоубийство школьников, все из-за нее. И мировая сенсация. Как российский ученый обнаружил неизвестную до настоящего времени древнейшую цивилизацию. Действительно, Кефишин показал истоки праписьменности. Это очень серьезная работа и очень большое открытие. Украина – 16 километров от Мелитополя. Это необычное место привлекает туристов, ученых и эзотериков со всего мира. Более 300 захоронений, а в центре – типичный скифский курган, но только сложенный из камней. Загадочная зона рядом с рекой Молочной получила название «Каменная могила». На протяжении нескольких веков здесь ищут древние сокровища. Ну, видите ли, курганы и золото – это же вещь взаимосвязанная. То есть уже в XVIII веке черные копатели и официальные ученые хорошо знали, что артефакты следует искать в курганах. Поэтому в каменной могиле искали ценности, сокровища, золото, но так ничего и не нашли. Первые раскопки ученых разочаровали. Ни намека на золото. На долгие годы работы прекратились. И лишь в конце 30-х годов прошлого столетия советские археологи обнаруживают внутри пещер так называемые петроглифы. Загадочные изображения на камнях. Пусть и не сокровища, но, возможно, артефакты, имеющие историческую значимость. Однако эти исследования прерывает война.
период послевоенного восстановления страны скифские загадки отходят на второй план. Золота здесь вроде бы нет, а значит, место можно пустить под нужды народного хозяйства. В 50-х годах появляется проект большого строительства. План преобразования природы. Именно это название дает грандиозному проекту сам Сталин. Начало строительства нового южноукраинского водохранилища намечается на февраль 1953 года. Каменная могила и сотни курганов вокруг нее должны оказаться под водой. Возражения отдельных смельчаков о том, что территория представляет огромную историческую ценность, власти страны игнорируют. Казалось, помешать этим планам не может ничто. Но скифские могилы словно снова защищают сами себя. Спустя месяц после утверждения проекта в марте 1953 года умирает Иосиф Сталин. Жители Мелитополя и окрестных поселков, опасливо оглядываясь, говорят только об одном – нельзя тревожить могилы. Древнее проклятие не щадит никого. Действительно, слухи ходили сразу после смерти Сталина, что вот сработало, если так можно сказать, это вот самое проклятие. То есть мы помним, что там хотели же по сталинскому плану построить гидростанцию, и каменная могила должна была оказаться под водой. В мае 1953 года появляется официальное постановление о прекращении работ по южноукраинскому водохранилищу. Спустя еще год каменная могила получает статус заповедника. Работы по исследованию пещер и наскальных рисунков возобновляются и не прекращаются по сей день. Каждое новое открытие поражает воображение и становится сенсацией. Этих экспертов артефакт уже 2 года находится в Америке. Он стал обеспечением кредита Международного валютного фонда. И это при том, что эта пектораль уникальна. Археологи считают ее ключом к пониманию истории всей скифской цивилизации. Мало кто знает, что незадолго до того, как незарегистрированный борт вывез ее из аэропорта Киева, ученым удалось расшифровать изображение на пекторали. Научное сообщество потрясено новыми предположениями скифологов. Царская пектораль на самом деле не что иное, как древнейшая карта. Золотое украшение состоит из 3 ярусов. В центре верхнего отчетливо видны 2 мужчин, рассматривающих овечью шкуру. Экспертам, сличившим ее с древними картами, бросилось в глаза очевидное сходство очертаний этой шкуры с территорией Малой Скифии, современной Украины и Крымского полуострова. Контур морского берега полностью соответствует своим очертаниям во времена скифов. Ведь 2500 лет назад уровень Черного моря был значительно выше. Это совпадение обнаружили сразу несколько ученых украинских. Увидели там в верхнем ярусе этой пекторали птицу с длинной шеей. Она напоминала косу в районе нынешнего Мелитополя, причем голова ее как бы берючий остров на Азовском море. Шея и туловище Федотова коса, это ориентировочно возле нынешней Кирилловки. Было еще крыло утки. Крыло летящей утки – это как раз те земли вокруг реки Молочной, что сегодня известны как заповедник Каменная могила. Что же означает эта карта? Какое послание скрыли мастера в золотой пекторали? В той самой, что, по словам экспертов, была вывезена в США, и неизвестно, вернется ли когда-нибудь обратно. Что интересно, скандал с вывозом скифского золота из Киевского музея совершенно не помешал киевскому руководству настаивать на возвращении крымских экспонатов из Голландии. При этом использовалась агрессивная риторика, ставшая уже традиционной. Из интервью министра культуры Украины Вячеслава Кириленко. Все, что находится на территории Крыма, принадлежит Украине. Заявление предельно четкое, и означает оно только одно. Обменяв на кредит МВФ собственные национальные богатства, Киев намерен пополнить золотой запас, присвоив крымские артефакты. В ситуации острой нехватки денег другого выхода украинское руководство найти, видимо, уже не в состоянии.
Но вот что настораживает. С самого начала эпопеи с застрявшей в Нидерландах скифской коллекцией голландцы уж слишком охотно принимали все аргументы Киева. И это несмотря на протесты России и многих авторитетных европейских искусствоведов. Чем объясняется такое внезапное единение с украинскими властями? Что стоит за столь подозрительной уступчивостью? Еще весной эксперты выдвинули предположение о том, что между Киевом и Амстердамом ведутся тайные переговоры о судьбе спорной коллекции. Высказывалось мнение, что Нидерланды готовы оказать помощь в обмен на некие обещания Украины. Но о чем именно идет речь, оставалось неизвестным. И вот сегодня тайное становится явным. Наше собственное расследование привело к шокирующим результатам. Оказывается, в обмен на крымскую коллекцию Киев готов вернуть в Амстердам некие украденные голландские шедевры. Эта картина художника Якоба Вабена называется «Тщеславие». Типичный образец голландской живописи 17 века. Вместе с другими полотнами и предметами быта картина экспонировалась в музее голландского города Хорн до января 2005 года, пока не событие, всколыхнувшее всю страну. В январе 2005 года произошла кража со взломом, в результате которой было похищено 24 картины и 70 изделий из серебра. Поиски ценностей результата не принесли. Коллекция будто сквозь землю провалилась. Однако год назад, в июле 2015-го, директору музея предложил встретиться гражданин Украины. Представился как некий Борис Гуменюк, националист и герой Майдана. Эд Гердинг, директор Музея искусств города Хорна, узнал эти картины сразу. На фото были запечатлены грубо вырезанные из рам шедевры. Похоже, его собеседник, этот странный украинец, довольно плохо говоривший по-английски, хотел рассказать, где находятся украденные полотна. Ну, разумеется, излюбленный ход практически всех похитителей – сфотографировать ворованное на фоне свежей газеты. Эта газета была еще и украинской, видимо, чтобы доказать, что картины спрятаны именно там. Так или иначе, выход был один – выяснить, что хочет этот посетитель и кого он в действительности представляет. Господин Гуменюк рассказал, что может помочь вернуть всю коллекцию. Он представился командиром добровольного народного ополчения и заявил, что вся коллекция находится на территории виллы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он предложил свою помощь, но оказалось, что ему нужны были деньги в обмен на возврат картин. Борис Гуменюк, украинский писатель, один из активистов Майдана, заместитель командира батальона Организации украинских националистов. По словам Эда Гердинга, предложение, которое сделал ему Гуменюк, было сформулировано до нельзя просто. Картины вернутся, но за 50 миллионов евро. Эд Гердинг обратился к независимому детективу Артуру Бранду. Именно он и отправился на повторные переговоры с Гуменюком. Он же сообщил гражданину Украины реальную стоимость украденных картин, с учетом их повреждения, не больше 1 миллиона. И добавил, у музея таких денег все равно нет. Максимум, на что может рассчитывать господин Гуменюк, 50 тысяч евро. Картины были в очень плохом состоянии. Гуменюк показал фото одной из картин, чтобы доказать, что у него есть доступ к коллекции, и картина на фотографии была в ужасном состоянии. Так что мы сразу сказали, что если вы хотите установить рыночную цену за картины, то она будет составлять не более 500 тысяч евро. Мы сказали, что на основе таких предположений мы готовы дать вам процент от находки, потому что мы оцениваем его усилия в поиске и возврате картин.
Вот тогда и была упомянута сумма в 50 тысяч евро. Гуменюк взял несколько дней, чтобы посоветоваться с коллегами, после чего исчез. Спустя 3 месяца администрация музея, так и не получившая никакого ответа, организовала пресс-конференцию. Детектив Артур Брандт обнародовал ту информацию, которую ему удалось добыть в ходе частного расследования. К похищению картин могут быть причастны экс-председатель СБУ Украины Валентин Наливайченко и лидер партии «Свобода» Олег Тягнебок. Я не могу раскрывать детали, однако связь между службой безопасности и украденными картинами более чем очевидна. Картины находились в руках коррумпированной власти Украины. У нашего детектива Артура Брандта много контактов в мире живописи, а также в мире похищенной живописи. Он выяснил, что коллекция, скорее всего, находится в руках нескольких украинских политиков, полицейских, а также офицеров тайных служб. Похитить и требовать выкуп. Именно так, как правило, и действуют вымогатели. Единственное решение в таких случаях – обратиться в правоохранительные органы. Но вот незадача. В случае с Украиной, похоже, роли вымогателей и правоохранителей играют одни и те же люди. Впрочем, выбора у голландских властей не было. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс обратился напрямую к украинским коллегам, руководителю МИДа Украины Павлу Климкину и президенту Петру Порошенко с просьбой разобраться в ситуации с картинами. Разумеется, ему пообещали все возможное содействие, но сразу после этого в украинских СМИ появились довольно странные интервью. Как будто киевские министры с самого начала знали о судьбе похищенных шедевров. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Есть вероятность того, что коллекцию попытаются продать на черном рынке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Это вопрос взаимодействия правоохранительных органов. Ярче всех выступил один из лидеров украинских националистов Олег Тягнебок. На вопрос корреспондента, не пора ли вернуть украденное, Тягнебок предложил голландцам приехать и забрать картины. Мы проинформировали украинские власти о том, что узнали, и надеялись на то, что власти проведут расследование и вернут украденную коллекцию. Но украинская сторона особо ничего не делала в этом направлении. Мы уже боялись, что коллекцию перепродали неизвестно кому, и что она снова исчезнет на многие годы. В апреле нынешнего года в Голландии прошел референдум. Жители страны отвечали на вопрос, хотят ли они ассоциации Украины и Евросоюза. Более 60% граждан сказали «нет». И вдруг странное совпадение. Сразу же после референдума 4 картины из похищенных 24 чудесным образом нашлись. Власти Украины заявили о некой проведенной секретной спецоперации и вернули несколько шедевров голландскому музею. Однако совсем недавно скандал вышел на новый уровень. По информации наших источников, представители Украины в ходе закрытых переговоров предложили вернуть голландцам оставшиеся украденные картины в обмен на скифское золото, застрявшее в Амстердаме. Такой схеме позавидовал бы сам Остап Бендер. Украсть чужие картины, а потом предложить их в обмен на опять-таки чужую коллекцию артефактов. Об официальной реакции Нидерландов на столь выгодное предложение доподлинно, конечно же, ничего не известно. Однако некоторые обстоятельства амстердамского суда, та скорость, с которой было арестовано крымское золото скифов и готовность отдать золото Киеву, косвенно подтверждают версию о существовании неких тайных договоренностей между Украиной и Нидерландами. Неудивительно, если киевские власти в обмен на наше золото скифов уже в ближайшее время вернут картины в голландский музей. Выкуп похищенного за счет России – миллионы евро. Сверхприбыльная сделка с европейским правосудием. Моральная сторона происходящего участников этой махинации, судя по всему, не волнует. А зря. Ворованное золото скифов еще никому не приносило доход. Судебные тяжбы о принадлежности культурных ценностей не редкость.
некоторые споры о реституции, возвращении раритетов, либо возмещении ущерба, связанного с музейными экспонатами, длятся десятилетиями и даже веками. В 1816 году посол Великобритании в Оттоманской империи граф Элгин вывез на родину 12 фрагментов фронтонов Парфенона. При этом Элгин вовсе не был похитителем или мошенником. Знаменитые парфеноновские фризы он буквально подобрал с земли, где они валялись, никому не нужные. Элгин продал фризы Британскому музею. Однако спустя 166 лет, в 1982 Министерство культуры Греции официально попросило Великобританию вернуть фрески Парфенона. Решения по делу нет до сих пор. Были попытки уже в достаточно недавнее время найти какой-то компромисс. В Афинах создали новый музей греческого искусства, где планировалось выставить вот эту коллекцию на определенных условиях. И Британский музей был не против привезти эту коллекцию в Грецию, но он поставил единственное условие, чтобы Греция признала эти произведения искусства собственностью Великобритании. Но греческое правительство отказалось. Знаменитая библиотека древнееврейских книг и документов, принадлежавшая Иосифу Шнейрсону, в ходе Второй мировой войны переходила из рук в руки и, в конце концов, оказалась в Советском Союзе. В середине 90-х решение о возвращении библиотеки религиозному движению «Хаббат» было отменено Высшим арбитражным судом России. Представители «Хаббат» предлагают продолжить переговоры. В качестве одного из компромиссов в 1994 году 7 книг было передано в Америку для изучения. Но и то они были переданы временно по международному абонементному договору. Был такой юридический термин. Ну и эти книги, они до сих пор и остались там, несмотря на то, что наше правительство уже официально также их требует уже обратно по истечению определенного срока. А это знаменитая статуэтка «Атлет из Фана». Она была создана великим скульптором Лисипом для Александра Македонского. Статуэтка оказалась в США в 60-х годах. Что интересно, обстоятельства ее появления в Америке не ясны до сих пор. В 1977 году музей Лос-Анджелеса купил ее у частного коллекционера. Сейчас Италия требует вернуть одно из величайших произведений искусства. Когда эту скульптуру вывозили, не было известно, кто автор этой скульптуры. А когда провели атрибуцию, и, скорее всего, ее провели как раз в Америке, выяснилось, что вот это автор Лисип, известнейший скульптор, работы которых наперечет. Ну, естественно, что обладать таким раритетом хотела бы любой музей, любая страна. И естественно, что они выставили свои претензии. Неужели и крымское золото скифов ожидает такая судьба? Неужели и перекочевавшая из Киева в Вашингтон легендарная скифская пектораль будет переходить из рук в руки, чтобы в результате оказаться в частной коллекции какого-нибудь богатого любителя древностей? Торговля историческим наследием – порочная практика, губительная для страны. Эксперты-эзотерики связывают нынешнюю сложную ситуацию на Украине с циничным и потребительским отношением новых киевских властей к истории собственного народа. Утрата древнейших артефактов и, в частности, знаменитой золотой пекторали, оказавшейся в США, может вызвать большие проблемы. Артефакт, да, он, так сказать, попал не в те руки и не в том месте оказался. Какая-то действительно сакральная вещь, которая должна вот находиться в определенном месте. Если ее вывезли за пределы страны, то, конечно, может непредсказуемые последствия произойти. То есть это как какой-то важный элемент мы из компьютера мы извлекли, и, конечно, там пошел сбой в системе. Ну, примерно такие аналогии. Казалось бы, подобного рода заявления – не что иное, как инсинуации конспирологов и любителей мистики. Но это лишь на первый взгляд.
Для жителей Республики Алтай катастрофы, связанные с утраченной реликвией скифского царства, это не исторические мифы и недосужие домыслы. Те, кто живет в этих местах, действительно считают, что происходящие с ними события – результат неуважения к древним могилам. Склеп на дне ямы, войлочная подстилка, под головой подушка – так описывают свою находку археологи. Меховое покрывало украшено традиционными аппликациями из золотой фольги, как принято у скифов. Девушка, ростом 1,72 м, вероятнее всего, была скифской жрицей. Чудом сохранившуюся мумию нашли на кургане Акалаха, алтайского плато Укок. Все скифские курганы одинаковые они, а внутри огромный настил, а внутри уже сруб, и в срубе лежит саркофаг. Эта женщина занимала определенный статус. Возможно, что это была жрица. Что-то связано, наверное, какими-то сакральными знаниями. Для дальнейших исследований мумию перевезли в Новосибирск. Местные жители были категорически против. Нельзя тревожить умерших. Тем более, когда речь идет о скифской жрице. Алтайцы уверены, как только мумия покинула плато Укок, старое скифское проклятие активизировалось. Сначала регион охватили пожары. Потом резко увеличилось число самоубийств. В древние времена здесь ведь жили воинственные люди, и в этой принцессе Укок сохранился этот дух, и сейчас это чувствуется, дух войны и тревоги. Поэтому может быть и война, и катаклизмы, поэтому лучше ее вернуть на место. После разграбления могилы жрицы на Алтай обрушилась череда природных катаклизмов. В сентябре 2003-го землетрясение, 10 баллов по 12-бальной шкале Рихтера. Летом 2014-го катастрофический по своим последствиям паводок. Между этими серьезными ЧП регулярные лесные пожары и подземные толчки меньшей амплитуды. Все эти землетрясения, самоубийства школьников – все из-за нее. Начали появляться сектанты. Когда это было, чтобы алтайцы по сектам бегали? Все из-за нее. Для местной власти. Госсобрание Республики Алтай запретило дальнейшие раскопки. Плато Укок объявили зоной покоя. То, что запретили, это очень хорошо. Перестанем беспокоить эти места, все придет в норму. Если мы со всеми обрядами обратно закроем эту крышку, все успокоится. Может ли быть, что и в проблемах Украины свою роль сыграл вывоз одной из самых значимых реликвий древности – золотой царской пекторали? В любом случае, сегодня многие эксперты убеждены, пектораль не просто дорогое украшение скифских времен. Возможно, это действительно ключ к сокровищам, но все попытки их найти до сих пор заканчивались трагически. В середине 90-х годов 20 века инженер и исследователь скифских древностей Валентин Суперт заинтересовался рассказами местных жителей о некой аномальной зоне рядом с Мелитопольским заповедником «Каменная могила». Здесь, по легендам, пропадали люди, слышались голоса, иногда появлялось странное свечение. Валентин Суперт начал раскопки на собственный страх и риск. О раскопках Валентина Суперта много говорили и тогда, когда он только начал. И, в принципе, сейчас говорят тоже. Другое дело, что научных подтверждений его открытиям так нет и до сих пор. Но, с другой стороны, скажем, вот местные жители, которые помогали Суперту, они достаточно четко говорили, да, было много странностей. И Суперт показывал там результаты исследований. Какие-то следы подземных сооружений там были. Эхолокация и биолокация аномальной зоны дали шокирующие результаты. На глубине 9-11 метров обнаружились пустоты правильной формы. Можно было предположить, что это анфилада из 18 залов. Начались раскопки. Первой же находкой стала каменная плита. Скол с этой плиты был взят на анализ, и результаты шокировали специалистов. Материал искусственного происхождения. Что же скрывается там, внизу? К исследованию загадочной зоны Валентин Суперт подключил экспертов Института морской геологии.
им удалось зафиксировать радиоимпульсы, идущие из глубины. Однако источник этих импульсов найти так никто и не смог. Сначала не было нужной техники, а после, абсолютно неожиданно, тяжело заболел руководитель экспедиции Валентин Суперт. Насколько я знаю, Суперт пытался вести раскопки, но не было техники. Буры ломались, то есть слишком прочные камни там, по всей видимости, лежали. Ну, а потом Суперт внезапно заболел, и тогда уже свернули эти исследования. У здорового мужчины, который никогда до этих пор не жаловался на недомогание, обнаружилась раковая опухоль. Врачи направили Валентина Суперта на срочную операцию, но исследователь не дожил до нее. Всего несколько часов. В тетрадях Валентина Суперта обнаружили подробную схему подземного сооружения. Сам он считал, что это древнейший некрополь скифских царей. Именно там, по мнению исследователя, хранятся главные сокровища скифов. Сам Суперт, да, он был убежден, что там подземный то ли храм, то ли грандиозный некрополь. Он, как я понимаю, пытался и руководство страны, в том числе, заинтересовать своими поисками. Но не получилось ничего. А когда умер, там, конечно же, в Мелитополе начали говорить о том, что вот проклятие скифов, и лезть туда не надо. Скоропостижную смерть ученого многие местные жители объяснили знаменитым скифским проклятием. Кто же не знает, что мертвых беспокоить нельзя? К тому же Валентин Суперт был не единственной жертвой этих раскопок. Три самоубийства за несколько месяцев. Такой статистики поселок Садовый не знал за все время своего существования. После того, как начались раскопки в зоне Суперта, 3 местных жителей покончили с собой. Без видимых причин здоровые молодые мужчины ушли из жизни и выбрали один и тот же способ – веревку. После смерти Валентина Суперта и тройного суицида все исследования прекратились. Археологи откровенно признавались, продолжать раскопки просто страшно. Однако сохранились документы. В первую очередь подробный план сооружений. Подземный тоннель, несколько залов. Все это напоминает храм. Сама зона Суперта, сфотографированная из космоса, представляет собой обширный участок пустот. Но каким же было ее назначение? Кто-то думал, как и сам Суперт, что внизу храм. Кто-то считал, что большое захоронение. Соответственно, там должно быть много золота. Разумеется, скоро появилась и легенда, что там чуть ли не главное хранилище золота скифов. Зона Суперта, говорят скифологи, находится вблизи заповедника Каменная могила. А расшифровка изображений на знаменитой царской пекторали, бесценного скифского артефакта, приводит ученых к выводу. На импровизированной карте показана эта же зона. Так или иначе, символика царской пекторали тоже говорит о сокровищах. Контур утки с летящим крылом и есть та самая зона Суперта и прилегающие земли вокруг реки Молочной, заявляют исследователи. Здесь же находится и Каменная могила. А ведь именно изображение утки у скифов символизировало золото. На древних монетах позднескифского периода также была изображена утка. Из интервью украинского академика Юрия Каныгина. Пектораль дает возможность понять, где скифские цари скрывали свои главные сокровища. Это не что иное, как Мелитопольское святилище. Но какие же сокровища скрываются в Каменной могиле и зоне Суперта? Следующая попытка выяснить это была предпринята в 2004 году. Он снова и снова пытался зайти в пещеру, но фонарик почему-то гас. Совершенно необъяснимое явление. Снаружи он работал абсолютно нормально. Возможно, в это древнее место нужно входить с живым огнем. Изготовление примитивного факела заняло несколько минут. Теперь оставалось только сделать шаг. Украинский исследователь аномальных явлений Сергей Нуприенко умер в Мелитопольской больнице через 2 недели после того, как попытался проникнуть в пещеру в зоне Суперта.
Накопился газ в этой пещере. Скорее всего, туда засунули горящую газету или что там, факел. Естественно, взрыв. Но сказали, что все дело в проклятии скифов. Сегодня в существовании древнейшего скифского некрополя в зоне Суперта не сомневаются уже даже закоренелые скептики. Возможно, именно там скрыты сокровища скифских царей, но нельзя исключить и другое объяснение. Карта, зашифрованная в царской пекторале, указывает на иные сокровища. Те, что находятся на поверхности, но при этом до сих пор нами не найдены. Когда его стали рыть, там стали находить одну пещеру за другой. Это пещерный храм. Пещерный храм в чем? В пороге на реке Молочной. Слово «молочное» нам сразу напоминает сказочное название. Молочные реки, кисельные берега. На самом деле это метафора, знаете чего? Нашей галактики. Это сакральное место. Загадочная аномальная территория. С одной стороны зона Суперта, подземный некрополь, куда никак не удается попасть. С другой – каменная могила. Сотни курганов, но никакого золота. Лишь огромные камни с неразгаданными текстами. Такое соседство двух таинственных мест можно было бы посчитать совпадением. Но ведь и пектораль как будто указывает именно сюда. Как же связаны между собой скифские сокровища и необъяснимые надписи? Рисунки на глыбах каменной могилы долгое время считали обычными памятниками неолита. Пещерная живопись, ритуальные изображения мамонтов и прочих животных, на которых будет охотиться племя. Однако известный ученый-шумеролог Анатолий Кефишин выдвинул совершенно невероятную версию. Мы когда вот с московским литератором Григорием Калюжным разыскали, ну, я по публикациям Кефишина Анатолия Георгиевича, мы пришли, и, значит, журналист Калюжный спрашивает Кефишина, шумеролога, ученого, вот как вы считаете, вот есть пирамиды Египта, есть, значит, Троя, и вот есть каменная могила. Вот каково место ее в ряду этих... Кефишин улыбнулся и сказал, это несоизмеримые вещи, потому что каменная могила – это пуповина планетарной цивилизации. А пирамиды, зиккураты, храмы греческие, они возникнут через тысячи лет после святилища каменной могилы. Знаки каменной могилы – это древнейшая письменность. Такова была версия Кефишина. Это язык более древний, чем клинопись вавилонских таблиц. Записи на этих каменных глыбах были сделаны 14 тысяч лет назад. С его-то точки зрения это протошумерские надписи. Вот он-то сам считает, что он открыл протошумерскую письменность. Предположение, выдвинутое Анатолием Кефишиным, разумеется, требует дальнейшего внимательного изучения. Однако несколько деятелей науки Украины свои выводы уже сделали. Спекуляции начались немедленно после опубликования Кефишиным первых работ. Представляете, как украинцы загордились? Они вообще, так сказать, предки всего цивилизованного мира. С точки зрения некоторых украинских историков, теория древних укров получила новое подтверждение. Поскольку именно здесь была обнаружена протописьменность, значит, именно отсюда и вышло все человечество. Этим нехитрым выводом поделился с читателями газеты «Голос Украины» ученый Валерий Бебик, доктор политических наук, профессор, председатель правления Всеукраинской ассоциации политических наук. Для того, чтобы быть отцами человечества, и, кстати, хотя бы украинскими отцами человечества, нужно все-таки, как в Греции или в Риме, нужно иметь имена этих отцов человечества. Допустим, вот, значит, мы отцы человечества, мы украинцы, у нас, допустим, есть свой Платон. И он жил там 3000 лет назад. Давайте, назовите. Назовите его. Давайте, так сказать, хотя бы придумайте. Оказывается, працивилизация ариев, откуда пошел весь род людской, началась именно на территории Украины. От украинского племени антов получил свое название – античный мир. Действительно, когда-то греческие историки говорили, что вот есть вот эта северная часть, уже там выше Причерноморья северного, и там обитают некие племена, которые они называли анты. Анты, они их называли по очень простой причине, потому что они были анти, то есть они были как бы противоположны им.
и противоположны им во многом, в том числе и в культурном компоненте, потому что они считались варварами, они считались людьми крайне необразованными, в отличие действительно от античной культуры. Деятели украинской антропологии напоминают фокусников, достающих из рукава то кролика, то бумажную ленту, то разноцветных попугаев. В ход идут как и неведомые никому, кроме псевдоисследователей, древнейшие украинские племена, так и, собственно, скифы. Древнейшее племя будинов, они же арии, они же почему-то скифы, несколько тысяч лет назад якобы проживало на территории нынешней Сумской и Черниговской областей. В результате рождается абсолютно невероятный, почти копперфильдовский результат. Так, например, к племени скифов-ариев-будинов принадлежал Будда. Вот про Будду из Черниговщины мы с вами начинаем сползать в какой-то совсем уж комедийный момент. Потому что, никак это вообще не связано, вот просто не связано. А где памятники? Вот где памятники? Да, вот где, например, хотя бы какие-то стелы? Да? Я Будда, я жил на Черниговщине, здесь я решил принести свое великое учение народу Украины. Этого нет. Это блеф в чистом виде, который рассчитан только лишь, знаете, на что? На неожиданность заявления. Вот вам сказали, вы ошарашены, вы даже не знаете, что вам ответить. Однако древние укры дали миру не только Будду. Профессор Бебик сообщил также, что выходцем из скифов-ариев был еще и Иисус Христос. Разумеется, серьезные ученые воспринимают все эти откровения как полный бред. Однако эксперты-политологи объясняют появление подобных анекдотических теорий по-своему. Миф о величии, как правило, необходим руководителям страны, чтобы оправдать собственные преступления. И Украина вовсе не первооткрыватель этой идеи. В фашистской Германии в 30-х годах прошлого века та же тема древних ариев, от которых произошел немецкий народ, муссировалась с не меньшим энтузиазмом, чем в современной Украине. Что особенно интересно, доказательства своего древнейшего арийского происхождения последователи Геббельса искали там же, в заповеднике «Каменная могила». С 1942 по 1943 год в оккупированном Мелитополе плотно работали Арно Пебель, специалист по шумерской письменности, и Герман Вирт, руководитель ННРБ. Предметом исследований были надписи каменной могилы. Однако расшифровать их так никто и не смог. У Вирта была какая-то гигантская якобы рукопись, сей итог его жизни, которую он писал, и незадолго до смерти вот якобы она была похищена. Может быть, там и были результаты дешифровки этой письменности, но, так сказать, то, что именно немцы расшифровали, что именно, вот это остается, к сожалению, неизвестным. Скифы не случайно считали это место священным. Не случайно здесь, рядом с каменной могилой, они построили большой подземный храм. По мнению экспертов, именно рисунки, обнаруженные на древних руинах, могут содержать те самые сокровенные знания, которые тщетно пытались найти немецкие мистики. Самой большой неожиданностью стало для ученых странное совпадение, обнаруженное Анатолием Кефишиным. Оказалось, что тексты каменной могилы вовсе не уникальны. Самое удивительное открытие Кефишина касалось того, что надписи каменной могилы, он это нашел и смог подтвердить, повторялись в других памятниках. Это, конечно, сенсация своего рода. Вот знаменитые наскальные рисунки, найденные под Екатеринбургом, датируемые 18-м тысячелетием до нашей эры. Это не что иное, как текст из каменной могилы, но в зеркально перевернутом виде. А вот аналогичная находка из французской пещеры Ласко. И это те же самые тексты. Это очень серьезная работа и очень большое открытие. Там действительно Кефишин показал истоки праписьменности во времена еще мамонтов, вот от Пиренеев, от Испании, Франции и
включая, значит, Поднепровье и включая Приуралье. Вывод исследователя Анатолия Кефишина был совершенно четким. Каменная могила – это один из грандиозных архивов древности. Не исключено, что расшифровка этих знаков станет ключом к познанию подлинной истории всей человеческой цивилизации. Новые находки и исследования ученых подтверждают эту необычную версию. И снова плато Укок. Это название переводится как «слово небо». Алтайские шаманы до сих пор верят, что именно здесь открываются ворота в иной мир. С древних времен это место считалось местом захоронений царей, поэтому его и называют Укок, а на алтайском Укпек, что переводится как «закрытая крышка ящика». Это священное место, вершина тайги, место, где соединяется небо и земля. И, похоже, это не просто красивая легенда. Совсем недавно была проведена аэрофотосъемка плато Укок. С высоты отчетливо видны огромные геоглифы. Рисунки на скалах, как будто оставленные гигантами. Не нужно быть специалистом, чтобы констатировать очевидное сходство изображений с алтайского плато и украинской каменной могилы. То, что идентичны рисунки плато Укок и каменной могилы, но в этом как раз ничего удивительного нет. Правильно? Вы же видели эти рисунки. Это обычные изображения углем животных, на которых охотилось племя. Но вот надписи, если они действительно совпадают, это говорит об едином источнике, как минимум. И вот это, конечно, требует серьезнейших изысканий дальнейших. Жители Малой Скифии, те, что проживали на территориях современной Украины и Крыма, и жители Великой Скифии, жившие на Алтае и в Сибири, хранили одни и те же святыни. Древнее наследие неведомых предков, сакральные рисунки на каменных глыбах. Как они оказались за тысячи километров друг от друга. По мнению исследователей, все эти изображения, судя по всему, принадлежат одной и той же древней цивилизации. Некогда единый народ буквально разметало по земле. Возможно, в результате природных катаклизмов или социальных потрясений. Но уцелевшие люди попытались сохранить сакральное знание и выбрали для этого один и тот же способ – изображение на камнях. Это было единство не так народов, как жрецов, интеллектуальной элиты того времени, которая собирала мудрость многих народов, создала систему святилищ, обсерваторий, календарное назначение. Это было единство мудрецов. Вот когда мы говорим индоевропейская общность, мы прежде всего имеем общность жрецов и святилищами созданными. А затем уже, значит, народов, которые в ареал вот этого всего входили. Не исключено, что скифы знали об этой древнейшей цивилизации. И, похоже, именно эти сокровища до сих пор охраняются скифскими заклятиями. И именно на эти ценности указывает карта, изображенная на знаменитой пекторали, нагрудном украшении скифского царя. Одна из главных загадок скифов – их необъяснимое исчезновение. Но, судя по находкам ученых, также загадочно и непонятно исчезла и другая культура, еще более древняя. Та, что оставила одни и те же следы в виде надписей на камнях в разных концах света. И вот совпадение. Открыть тайны этих цивилизаций мешает какая-то странная сила. Может быть, именно скифы и были хранителями древнейших знаний. Было ли скифское проклятие призвано защитить тайну працивилизации? Или же оно охраняет наше прошлое от расхитителей и предприимчивых политиков, готовых продать его при первой же возможности? Так или иначе, торговля собственной историей и культурным достоянием еще никогда не была во благо. Ни одно государство и ни один народ от этого богаче и счастливее не стали. Факт остается фактом. И не суть важно, чем его объяснять – действием загадочного скифского проклятия, законами всемирной истории или просто здравым смыслом.